Atvykome ilgą kelią į Latviją tam, kad pamatytume, kaip yra perdirbamos iš Lietuvos, Latvijos bei Estijos atvežtos taupiosios lemputės. Jei norite sužinoti, kodėl jas būtina perdirbti, o negalima išmesti į atliekų konteinerį, kviečiame į nedidelę ekskursiją. Fabrike 2 perdirbimo įrenginiai. Keista iš fabriko vadovo Agrio išgirsti, jog senasis, kuriame perdirbamos gyventojų atiduotos lemputės, įjungiamas vos kartą per metus. Mat šios rūšies lempučių kiekis labai mažas. Daugiausia lempučių perdirbti atiduoda valstybinės įstaigos bei verslo bendrovės. В основном привозят такие прямые лампы. Мы называем их двухцокольные или как бы, прямые лампы в основном привозят. Где-то 80% такие. Экономические лампы еще не так много. У нас получается больше, около 85%, в среднем где-то 83% стекла, которые мы отправляем уже на завод, который делает новые лампы. Уже металл, там текстолит, который это уже другое. И отдельно мы тоже опять стараемся отдать на вторичное производство, чтобы меньше ушло на полигон. От экономических ламп мы стараемся получить стекло, пластмасс, и там чуть-чуть металла есть внутри. И там еще есть в многих лампах есть электроника. Мы называем электронику, которая, чтобы зажечь эту лампу, и можно было гореть. Fabrike, galima sakyti, įrengtas nedidelis lempučių muziejus. Agris teigia, jog jo rankas dar nepateko tokia lemputė, kurios šiame fabrike nebūtų įmanoma perdirbti. Jei ir pasitaiko koks nors nematytas gaminys, iš jo vis vien išgaunamos žaliavos, kurios vėliau panaudojamos dar kartą. Как здесь видно, можно получить разные материалы, которые получаются от лампы. Да? Стекло от лампы, одного типа лампы, это другого типа лампы, стекло. И в лампах есть освещающий, ломофор называется, и который, чтобы лампа освещалась, свет появился, да, и здесь внутри есть ртуть, которую можно повторно получить. Так мы получаем и разные металлы, получаем и пластмасс, и электронику, которые тоже есть, можно использовать на вторичное сырье. Kaip paskatinti žmones priduoti lemputes perdirbti? Agris mano, jog kol kas geriausiai pasiteisina dėžės prekybos centruose. Сейчас такие умные эти лампы, да, особенно экономические, да, что многие я видел, что приносит в магазин со старой лампы, приходит и меняет. Вот мне надо такую лампу с такой мощности, да, чтобы у меня дома было нормально, да, и тогда уже эту старую лампу ставятся в эти ящики, и тогда уже получается какой-то эффект. В таком способе я могу ответить. В основном перерабатывается около 200 тонн до 250 тонн в год, но можно еще больше. Ilgai nediskutuodami jungiame didžiulį lempučių traiškymo įrenginį. У нас сортируется по длине, по толщине нет разницы, да, но она сортируется по длине в основном. Можно перепарывать до такой длины и до 60 сантиметров, да, и до 1,80 м переработать можно. У него стоит 76 датчиков, которые контролируют всю систему, чтобы это, как сказать, или воздух полный был, чтобы была работа нормальная, как сказать. И она заходит туда, будет заходиться туда в помещение. Туда мы не зайдем, потому что уже сработает сигнализация и нельзя туда заходить. Эти кончики будут падать вниз там по транспортеру, и потом лампа будет идти дальше идти. И потом большим давлением воздуха, то, что здесь внутри, она будет белая, чистая, выдуваться будет. Должна получаться вот в таком виде. Да? И потом стекло падает дальше вниз и уходит в мешках, и уже она готова отправлять на выпуск новых ламп. Taigi gyvsidabris su visais švytėjimą sukeliančiais milteliais tiesiog išspjaunamas galinga oro srove. Gyvsidabrio garai vėliau renkami sandariuose statinaitėse su įspėjamaisiais ženklais. Lemputes būtų galima tiesiog daužyti ir niekas dėl to nesuktų galvos. Tačiau dėl jose esančio gyvsidabrio ir reikalingi visi šie įrengimai – didžiuliai vamzdžiai bei filtrai.
Iš Lietuvos taip pat atsivežėme lempučių, tačiau jos senos, kaitrinės. Todėl jas metame tiesiai į stiklą traiškantį įrenginį. Keistai atrodo natrio halogeninės lemputės. Agris aiškina, kad šių ir stiklas yra specifinis. Jo negalima maišyti su kitų lempučių stiklo šukėmis. На каждое стекло, как сказать, есть, на каждой лампе есть отдельный химсостав другой. И нельзя смешивать, скажем, экономическое стекло, смешивать простой лампой. Потому что, когда производят лампы, у них есть свой химсостав и могут только так сделать лампы. Поэтому мы стараемся каждое отдельное стекло сортировать тоже уже. И потому получается у нас расценки большие. Если просто забросить какую-то технику, да, которую перерабатывающую установку, да, и все смешивать, тогда уже не получится тот качество. Тогда может только не для новых ламп. Fabrike lankėmės kartu su lietuvių bendrovės Ekošviesa vadovu. Jo teigimu, lietuviai dar tik mokosi tinkamai tvarkyti atliekas. Ypač pavojingomis atliekomis laikomas lemputes. Ben kuris išmetimas į bendrą atliekų komunalinį konteinerį nėra sveikintinas. Tai labai norėtųsi, kad žmonės tą suvoktų ir stengtųsi daiktais, kurie tikrai kelia pavojų mums ir mūsų supančią aplinkai, pasirūpintų tinkamai. Mes suprantam, kad tai nėra lengvas darbas, bet mes to prašom ir mes to sieksime. Norėčiau iš karto pažymėti tokį dalyką, kad žmonės turi pilną teisę, nuėję į parduotuvę, kur prekiaujama elektronika ir jie turi panašią lemputę ar kokį kitokį elektroninį prietaisą, gali laisvai atnešti ir atiduoti ir parduotuvės valdytojai neturi reikalauti iš jų pirkti kažkokios tai kitos prekės analogiškas jų priduodamai. Natūralu, kad visiems reikia didinti komfortą, didinti pridavimo tinklą ir mes tą suvokiam, bet nepridarysim kiekvienam žmogui prie durų lempučių dėžutės, jeigu jam nebus tai pasąmoniniam lygmenį, kad tai yra būtinas dalykas atiduoti lemputę. Šiais metais 2 Latvijos fabrikuose iš viso ketinama perdirbti apie 90 tonų lempučių iš Lietuvos. Ir tai tebus pusė Lietuvoje parduodamų taupiųjų lempučių kiekio. Stengtis visuomet yra kur, juolab kad tam, jog lemputės būtų perdirbtos, tai reikia jas nunešti iki artimiausios parduotuvės.